При этом активно применялись присущие Майданам технологии силовой информационной поддержки. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, в том числе прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом. С нами сейчас на прямой связи публицист, диссидент Андрей Пьянтковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы думаете, можно ли вообще уже говорить о суверенитете Казахстана? Ну, вы знаете, вы уже процитировали, наверное, если нет, я сделаю это. Самая замечательная фраза Путина была сегодня: мы не позволим у себя дома устраивать безобразие. То есть Казахстан, мы знали, что украинского государства не существует, его Ленин придумал, и украинского народа не существует, его австро-венгерский генеральный штаб придумал. Но, оказывается, и казахского народа, и государства тоже не существует. Мы все вообще дома у Путина. Такая новая историческая общность, бывший советский народ. Да, и плюс ко всему он сказал, что не позволим у себя дома каким-либо цветным революциям. То есть правильно ли я понимаю, что в принципе победа протеста и протест — это такой кошмарный сон для Путина? Замечательно же товарищ Акаев, нет, не Акаев, а как его, Токаев, да. Ему уже не забудут никогда до конца жизни его фразу: стрелять, открывать огонь на поражение без предупреждения. Такой же призыв стоил жизни, наверное, десяткам, если не сотням людей, просто не имевших никакого отношения там к мародерам или погромщикам. Да и более того, вся вот эта линия дискредитации мирного протеста, она, как они сами же признают, казахские наши руководители, это результат внутри клановых разборок. Вот основные погромщики в Алмате, и в первые дни нам об этом сообщали, это были тетушки Назарбаева с местного торгового рынка. На самом деле очень много действительно дисконнекта. Песков говорил о том, что есть, несомненно, внешнее вмешательство, а через день Захарова выступала и говорила о том, что Соединенные Штаты Америки абсолютно не понимают, что происходит в Казахстане. То есть такой дисконнект был везде. Слушайте, а с внешним вмешательством 20 тысяч террористов они объявили. Да. Из этих 20 тысяч они нам показали, единственное, кого нам показали, это несчастного киргизского музыканта, которого они пытали, и под пытками он давал какие-то совершенно идиотские признательные показания. Это же вызвало уже скандал с Киргизией. Да. Между прочим, сегодня на этой встрече ДКБ отказался присутствовать президент Киргизии в знак протеста. Это вообще позорище немыслимое. Это их почерк. Признательные показания под пытками, как Лукашенко пытал этого несчастного Протасевича с его подругой. Здесь сколько они таких запытали? Это же повезло, что этот человек узнали по телевизору, он известен был в Киргизии, и каким-то с громадным трудом они его спасли сегодня. Там уже на уровне президента и председателя Совета Безопасности. Этот Токаев не жилец политический. Ему никогда не простят, что он призвал. Да уже началась борьба. Казалось бы, 2 дня прошло, а сегодня уже пресс-секретарь Токаева говорил, что он попросит войска ДКБ вывести через неделю. Да. А Путин сегодня сказал твердо: сколько надо, только и будем держать. Да. В Москве опять царит такая эйфория. Путин снова всех переиграл. Они не понимают, что просто Путин залез еще в один капкан. Уже в стольких капканах он увяз. Теперь ему еще казахстанский понадобился. А как вы думаете, вот все то, что произошло в Казахстане, протесты и так далее, это было инспирировано спецслужбами России и Казахстана, или же они уже действовали постфактум, уже просто вмешались и использовали ситуацию?
Нет, они реагировали, причем вы очень точно заметили, но вы в Украине лучше знаете русский. Конечно, там след и русских спецслужб. Они отреагировали на действительно серьезнейшее протестное движение, очень организованное, дисциплинированное и мирное, и вот мобилизовали этих приближенных. Ну, Украина знает, титушки пошел от Украины, для дискредитации мирного протеста и для обоснования введения российских войск. Вы же помните, кто первый сказал? Так называемый космонавт, казахский космонавт. Ну, конечно, Да. это российский управляемый человек. У него еще была замечательная совершенно аргументация. Ну, мы же не можем стрелять в своих братьев. Давайте, практически он сказал, я не могу стрелять в своего брата, давайте позовем русских, пусть он убьет моего брата. Вот примерно с такой аргументацией, ну, вообще это позорище поведения. Кстати, между прочим, ну, какой бы он ни был, со всеми его недостатками, ну, известный всему постсоветскому пространству достаточно уважаемый человек Назарбаев. А что с ним произошло? Его же 10 дней не видно, не слышно. Такое впечатление, что его нет в живых давно уже. А вчера там массовые пошли или самоубийства, или расстрелы каких-то крупных сил. Причем тут арабские террористы? Это внутренние разборки этой казахстанской постсоветской клептократии, деспотии. Ну, а все же мне интересно, вот как вы думаете, когда все же было принято решение введения военного контингента ОДКБ на территорию Казахстана? Потому что вот за день об объявлении о введении войск, помните, были переговоры между Лукашенком, Токаевым и Путиным. Вот там они это обговаривали или уже решили? За час до вторжения объявления Песков говорил, что это невозможно, казахи справятся со своими руками и так далее. То есть это опять так же, как с Крымом. Путин потом будет в своих воспоминаниях рассказывать, что все были против, это я один. Вот спонтанно где-то решил Путин. То есть абсолютно действовали реактивно? Да. И воспользуюсь, ну, вы же видели этого Токаева. Это такой совершенно запуганный интеллигентик был. Ну вот, два бандита взяли его за горло и заставили пригласить российские войска. Ну, и... Замечательно. Еще великого армянского демократа Пашиняна, который сам пришел в результате народного протеста к власти. Он стал таким исправным путинским халуем. Да, но это вообще трагикомично, заявление Пашиняна и его выступление. И то, что Кстати, он позвал АДКБ, то самое АДКБ, которое он отчаянно взывал весь месяц, когда Турция вместе с Азербайджаном воевала против него, это АДКБ его послало куда подальше. А тут он еще посылает там 50 армянских солдат туда. Кстати, в Армении это тоже вызвало уже громадное возмущение. И как вы думаете, во что теперь это все выльется? Что это теперь будет означать для Казахстана? Насколько я понимаю, что российские военные теперь на территории Казахстана надолго. Ну, это же сказал замечательный государственный секретарь Блинкен. Когда русские куда-то приходят, очень трудно их убедить уйти обратно. Но, опять же, я ожидал, что эта проблема остро встанет через несколько месяцев. Она встала уже сегодня. На этого самого Токаева уже оказывается давление, и он сам вынужден рассказывать, что через неделю уйдут. Никуда Путин через неделю не уйдет. Ну, будем смотреть, как говорится. Вместе с этим, Андрей Андреевич, сегодня, как вам известно, в Женеве прошли переговоры между представителями Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о так называемых гарантиях безопасности, которые выдвинула Россия в середине декабря. Эти переговоры длились на протяжении 8 часов, если я не ошибаюсь. И вот буквально через полчаса назад уже была пресс-конференция представителя России, замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Я, к сожалению, не успела еще послушать эту пресс-конференцию. Есть ли у вас какие-то новости? А вы меня сорвали
с этой Простите. конференции. И причем я смотрел ее с громадным удовольствием. Мгм. Я полчаса успел. Когда я узнал, я очень обрадовался, когда еще несколько дней назад, когда я узнал, что русскую делегацию будет возглавлять именно Рябков. Это совершенно такой законченный идиот. Понимаете, Лавров, он тоже имперец, он хамит, ему принадлежит знаменитая фраза, помните, мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он Да. на нем издевается до конца дней. Но он делает это как бы, знаете, как карьерист, как по работе, как бизнесмен. Вот все это надо делать для того, чтобы его бизнес его дочки в тех же Соединенных Штатах процветал. А этот идиот, он наслаждается. Он такой, вот эта его откормленная физиономия счастливого идиота, он наслаждается всеми своими имперскими выпадами. И вот я понял, что именно такого надо показывать Западу на всех переговорах, чтобы никаких иллюзий не возникало. Потому что ведь это не секрет. Мы с вами не раз об этом говорили. В администрации Байдена довольно резкое противостояние двух линий. Такой пропутинского Путин-Ферштейн Салливана и очень твердо и резко проукраинского министра иностранных дел, госсекретаря Блинкена, и его Мгм. поддерживает также министр обороны Остин. Так вот, именно таких и надо выводить и показывать и на пресс-конференции, и на переговоры, чтобы никакие Салливаны уже не смогли аргументировать, что с этими людьми можно. Он, знаете, до чего договорился сегодня? Он Так. обвинил Запад в шантаже. Вот Запад угрожает нам санкциями за вторжение. А что, продолжается еще пресс-конференции, да? Мгм. Вот. Мгм. А он надолго, он любит очень говорить, да, рядом с ним генерал же. Это замечательная пресс-конференция. Каждым своим словом он убеждает Запад, что с этими людьми невозможно иметь дело, что нужно максимально сконцентрировать силы на защите Украины. Так, то Вот, есть это так означает, вот, что... Запад, санкции, нам объявили санкции, что в случае вторжения в Украину, так это же шантаж, они нам шантажируют. Понимаете, еще раз, по слогам повторяю, Запад шантажирует Россию, не позволяя ей вторгнуться в Украину, чтобы она сделала без этого шантажа. Мгм. В общем, насколько я понял, он же еще вчера посылал, ему принадлежит еще знаменитая фраза: «Пусть Запад собирает свои манатки и убирается с рубежей 1997 года». Ну вот, видимо, американская делегация очень вежливо сегодня попросила его. И он настолько глуп, что вот он возлагает свои надежды, ну, он признал, что, в общем-то, не поняли его и ни на чем разошлись сегодня. Но вот послезавтра будет совет НАТО, и вот там он снова еще покажет и снова повторит все свергнут. Вы представляете, что ему скажут уже не американцы, а литовцы, латыши, эстонцы, Мгм. поляки, румыны и так далее по списку, все члены НАТО на, на этом совете. Очень хороший Украины. Москва продемонстрировала агрессивность своих намерений в полном блеске, и никто лучше бы этого счастливого идиота Рябкова это бы не сделал. И вторая хорошая новость, я не знаю, у вас следят ли или нет, ну, наверное, заметили, как очень активизировался Блинкен, одно за другим делает резкие заявления по адресу Мгм. Кремля, поддержку Украины. Это часть того общего наступления на позиции кремлевского агента, я назову его так, Салливана. Опубликовано письмо, оно стало знаменитым в Вашингтоне, 25 послов. Это люди наиболее квалифицированные в вопросах России. Это такие послы, как Фрид, Хербст, Вершборо, Волкер, Пайфер. Ну, вы большинство из них знаете, они, Да. конечно, оно по существу адресован одному человеку, вот этому Салливану. Ведь он же чего добился, этот гаденыш Салливан? После видеоконференции Байдена с Путиным, где Путину снова там удалось какие-то формулы выжать из Байдена про Минские соглашения, он выступал и так говорил очень грозно. Вот если
Москва вторгнется в глубь Украины, он подчеркнул, массированное вторжение в глубь Украины. Это для того, чтобы мелкие там провокации, скажем, в районе Донбасса, это как бы не считалось. Вот если они сделают, тогда, во-первых, мы адские санкции, и, во-вторых, вот мы тогда начнем полномасштабную поставку вооружений. Так вот эти люди, 25 послов, ему справедливо изменяют, что поставка вооружений Украине должна быть не когда-то завтра, а сегодня, и вчера, и позавчера. Что значит поставка вооружений? Москва же все время сейчас, эти наши московские стратеги бахвалятся. Мы будем воевать как в Сирии мы будем воевать. Помните, как они воевали в Сирии, там, с дна Каспийского моря, там 150 различными способами уничтожали города сирийцев. Нужна прежде всего противовоздушная оборона. И вот в начале декабря уже шла речь и о Патриотах, и о Стингерах, но вот вся эта инициатива Салливан очень искусно сбил этих процесс, как бы его направив. Вот если нападут, если полезут, если до Киева дойдут, вот тогда уже поздно будет. И аргументация вот такая: не надо провоцировать русских. По-моему, самый верный способ провоцировать агрессора — это делать жертву беззащитной. То есть вот эта точка зрения сейчас очень резко поднимается в Соединенных Штатах, и она усилится сегодняшним представлением Рябкова. То есть что в ближайшее время следует рассчитывать на полномасштабные поставки американских вооружений в реализации вот той замечательной хартии о стратегическом партнерстве, которую Кулеба подписал с Блинкеном еще, по-моему, 9 ноября. Ну, будем надеяться, что это будет как в качестве превентивной меры, а не постфактум, когда Россия, не дай бог, пойдет дальше и осуществит дальнейшую интервенцию. И тем не менее возникает вопрос: если нет никакого компромисса, его быть не может, потому что противоречит украинским национальным интересам, а Россия все это время качала людей своей пропагандой о том, что вот мы выдвинули гарантии безопасности, если не будет реакции, не будет должных действий, мы там применим военный ответ и так далее. Теперь этого нет. Как дальше будет действовать Россия? Во что это может вылиться? Ну вот у Рябкова один за другим и задают этот вопрос сегодня. Вот. Когда вы меня отпустите, я пойду еще с удовольствием посмотрю. Ну и вон там что-то мямлит, что мы не будем военные технические. Ну, предположим, они поставят ракеты где-нибудь в джунглях Эквадора. Вот чем они говорят. Да нечем им грозиться. Это был сплошной шантаж. Это шантаж был направлен на две цели. Вот эту первую, о которой я говорил, заморозить поставки вооружений. И второе, вот это тоже сегодня у Слепкова звучало, вот это заставить Байдена присоединиться к давлению на Украину с целью принятия кремлевской интерпретации Минских соглашений. То есть та же формула Штайнмайера, выборы под контролем оккупантов, особый статус и так далее. И вот здесь очень много, кстати, вот в том повороте, о котором я говорю, который происходит сейчас в Соединенных Штатах, позитивный, очень велика роль украинской дипломатии, которая и лично Кулеба, он же там чуть ли не каждый день статьи пишет, Нью-Йорк Таймс и Wall Street Journal. Украина очень твердо занимает одну позицию, вот позицию Блинкена, не стесняясь критиковать и часто и президента Байдена. Например, статья после видеоконференции Кулеба была, сравнивал Байдена с Чемберлином. И эта позиция Украины и заставляет ее сторонников и друзей бороться с влиянием Салливана прокремлевским. Потому что ведь американцы же не могут быть более проукраинскими, чем сама Украина. Если бы Украина на каждую глупость Байдена, Салливана молчала в тряпочку и соглашалась, то так бы это и продолжалось. Вот эта позиция, я думаю, что сегодняшняя зампред Совмина украинская встречалась сегодня с Столтенбергом в Брюсселе. Это, по-моему, мне кажется, даже более важная встреча, чем вот это пустое представление Рябкова перед американцами. Украина – субъект политики, и она очень достойно играет эту роль. И я вот сравниваю ее сейчас при сегодняшних колебаниях
Соединенных Штатах и Европы, Украина де-факто является лидером свободного мира. Сражаясь за себя, она сражается и за все ценности и интересы свободного мира. И сегодня вот очень удачный день. По-моему, вот это представление Рябкова — это полное обнажение агрессивной, тупой русской политики. И вот это письмо 25 послов и одном за другим очень жесткие заявления Блинкена в последние дни — это очень позитивные знаки по определенности американской позиции в пользу Украины. Спасибо вам большое. Дуже дякую, Андрей Андреевич, что нашли время и подключились к нам в эфир. Идем слушать Рябкова. Спасибо. Идем, да, это интересно. И попробуйте, если вы свободны, попробуйте его зацепить немножко, да. Дякую дуже, спасибо. Андрей Андреевич Пьянтковский, диссидент и политический обозреватель, был с нами на прямой связи. Я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 3 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты рассказывают самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Смотрите, не пропустите. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационную аналитическую программу «Бугунь». Трошкенч.